Про мошенничество знает, казалось бы, уже каждый житель Коми. Тем не менее, ежедневно аферистам раз за разом удается обманывать доверчивых граждан. И денежные средства со счетов жителей республики перекочевывают в карманы хитрых обманщиков. Как не стать очередной жертвой хитроумных аферистов и защитить свои накопления? В рубрике «Полиция сообщает», расскажет представитель МВД Ирина Рубцова. Аферисты прежде всего хорошие психологи. Мошенники давят на страхи людей, запугивают потери денежных средств, здоровья или же наоборот обещают излечение от всех болезней. Они маскируются под сотрудников банков или государственной организации, а также полицейских, целителей и каждый раз придумывают новые схемы и пути, чтобы выманить деньги. Так, воркутинка стала жертвой одной из самых распространенных схем обмана. Ей позвонили якобы сотрудники службы безопасности банка и сообщили, что аферисты пытаются оформить на нее кредиты. Для предотвращения незаконных действий ей рекомендовали взять так называемый зеркальный займ и перевести полученную сумму на якобы безопасный счет. Воркутинка поверила звонившим и перевела аферистам 74 тысячи рублей. Не доверяйте незнакомцам, которые под самыми различными предлогами пытаются втереться к вам в доверие. Если вам позвонили и сообщили о якобы незаконных действиях в отношении ваших счетов, нужно сразу класть трубку и звонить непосредственно на горячую линию в банк, либо обратиться в учреждение лично, чтобы получить консультацию настоящего специалиста. Жертвой лжецелителей стала пенсионерка из Сыктывдинского района. Женщина в мессенджере написала неизвестная и представилась целительницей. Мошенница пообещала пенсионерке вылечить ее от всех недугов, а также избавить родственника от страсти к чрезмерному употреблению алкоголя. Сеансы лечения обошлись в 180 тысяч рублей, но целительного эффекта не последовало. Женщина поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию. Жителям республики стоит внимательно относиться к предложениям экстрасенсорных и целительных услуг. Лжецелители легко втираются в доверие и манипулируют чувствами людей, обещают мгновенное исцеление или, наоборот, запугивают тяжелыми заболеваниями. Поэтому не предпринимайте никаких поспешных действий, лучше обсудите это с близкими. Не переводите деньги за одно обещание, тем более на сомнительные счета и абонентские номера телефонов по просьбе целителей и экстрасенсов. Исцеление наступит навряд ли, а денег вы лишитесь точно. Мошенники не брезгуют ничем. Теперь они ищут подход к кошельку взрослых через их детей. Несовершеннолетней сыктывкарке аферистка написала якобы от имени ее подруги. Дескать, та случайно оформила подписку, и теперь у ее мамы будут списывать 1500 рублей ежедневно. Чтобы решить проблему, злоумышленница предложила девочке взять мамин телефон и следовать инструкциям, а также держать в тайне от матери. Девочка выполнила все просьбы, но не смогла отправить код подтверждения через СМС. Мама увидела сообщение от банка и догадалась, что дочь пытается обмануть интернет-мошенники. Женщина обратилась в полицию. Защитить ваши сбережения от цепких лап мошенников не так уж и сложно. Когда вам звонят неизвестные и под любыми предлогами пытаются выманить у вас деньги или данные банковских карт, кладите трубку. Если у вас есть пожилые родственники или дети, объясните им, что в таких ситуациях нужно советоваться с близкими и не доверять незнакомцам.